За годы работы с иностранцами адвокаты нашего юридического бюро сталкивались с огромным количеством прецедентов. И поэтому мы подготовили 5 советов, которые будут полезны как резиденту Турции, так и туристу. Итак, наш первый совет. Внимательно относитесь к приобретению сувениров. Адвокатам нашего юридического бюро не раз приходилось защищать в суде интересы иностранных граждан, которые выступали в качестве обвиняемых по уголовному делу в связи с совершенно нелепой ситуацией. Они просто приобретали какой-то аутентичный сувенир в одной из удаленных деревушек нетуристических, и этот предмет вызывал большие вопросы на таможне, когда они пытались улететь в свою страну. Дальше начинался настоящий кошмар: задержание, уголовное дело, запрет на выезд из страны. А все почему? Потому что попытка вывоза предметов, которые представляют собой археологическую, этнографическую, культурную или природную ценность без соответствующих разрешений, чревато уголовным наказанием. Поэтому будьте очень внимательны, покупайте сувениры только в туристических местах, только в специальных магазинах, не покупайте сувениры у частных лиц. В основном вопросы вызывают такие предметы, как древние предметы, например, быта, утварь, очень аутентичные предметы, и будьте, пожалуйста, внимательны, если у вас есть сомнения, вызовет этот предмет вопросы или нет, то лучше его не покупайте. Приобретайте экскурсии только у проверенных туристических фирм или у представителей туроператора на территории вашего отеля. Если вы давно подписаны на наше юридическое бюро, читали наши социальные сети, а также заходили на сайт turkishadvocat.ru, то вы, наверное, знаете, что конек наших адвокатов – это взыскание компенсации для тех, кто пострадал в происшествиях на территории Турции. Основатель нашего бюро, адвокат Хакан Винджиоглу, представлял и по сей день представляет интересы иностранцев, которые пострадали или потеряли своих родственников в результате крупнейших автобусных аварий, когда-либо произошедших на территории Турции. И поэтому мы точно знаем, что от несчастного случая не застрахован никто. И в случае, если произойдет происшествие, то взыскать компенсацию гораздо более вероятно, если вы приобретали экскурсию у проверенной крупной туристической фирмы, потому что они работают с проверенными страховыми компаниями и так далее. Пожалуйста, отнеситесь внимательно к этому вопросу. Третий совет перекликается со вторым и звучит так. Будьте предельно аккуратны и внимательны на дорогах Турции. Я думаю, что тот, кто был в Турции, согласится со мной. Здесь дорожное движение крайне сложно назвать полностью безопасным. Водители превышают скорость, к сожалению, нарушают правила дорожного движения, игнорируют пешеходные переходы. Поэтому будьте крайне внимательны. Если вы привыкли, что в вашей стране вам обязательно уступят дорогу на пешеходном переходе, то помните, что в Турции это явление далеко не само собой разумеющееся. Будьте очень аккуратны, пользуйтесь подземными, наземными переходами там, где это возможно. Будьте крайне внимательны как в качестве пешехода, так и в качестве водителя, если вы решили арендовать автомобиль на территории Турции. Четвертый совет. Если вы решили жить в Турции или исследовать эту страну долгое время, то, пожалуйста, не пропускайте сроки продления вашей визы и вида на жительство. В связи с тем, что спрос крайне высокий на получение турецкого вида на жительство, эта процедура становится сложнее из года в год. И поэтому крайне важно, чтобы у вас была идеальная история выездов, въездов в Турцию без каких-либо депортаций, штрафов и просрочек. Поверьте мне, все эти нюансы крайне негативно влияют
на продление и получение ВНЖ. Они снижают ваши шансы. И поэтому обязательно следите за тем, что вы подаете на ВНЖ как минимум за месяц, а лучше за 2 месяца до конца вашего легального пребывания в стране. Если вы подали на гражданство, то помните, что это не освобождает вас от получения вида на жительство. Все то время, пока вы ждете результата рассмотрения своей заявки, вы обязательно должны находиться в стране легальным образом, поэтому продлевайте ваш вид на жительство. Заявка на гражданство может рассматриваться очень долго, от полугода до нескольких лет. И, конечно же, как всегда, приятный бонус: под этим видео я оставлю информацию о том, какие страны могут безвизово въезжать в Турцию и на каких условиях. И, наконец, 5-й совет нашим уважаемым зрителям. Будьте внимательны, не доверяйте незнакомым людям слишком быстро. Я считаю лично, что в каждой стране человек, если он ищет приключения, то он их найдет. И если он забывает о базовых правилах безопасности, то никто ему не гарантирует эту безопасность. В Турции, соответственно, как и везде, в любой точке мира существуют мошенники. Поэтому не будьте слишком доверчивы к незнакомым людям. Особенно это касается наших милых славянских девушек. Помните, что у вас должны вызвать сомнения такие предложения вашего малознакомого турецкого ухажера, что он, допустим, хочет помочь купить вам квартиру в несколько раз дешевле ее рыночной стоимости, или хочет вложить ваши деньги. Не давайте деньги в долг. Вообще не участвуйте в каких-либо сомнительных финансовых манипуляциях. Я надеюсь, что ваши впечатления от этой потрясающей страны всегда будут только положительными. Ну а если с вами произойдет какая-то ситуация, которая потребует юридической помощи, то вы знаете, куда вам обращаться. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видеороликах.